видеоролики с собой. Это работает, там, я делаю так, что такое, учить детей учиться. И вот с ними же надо что-то делать. Я вот предполагаю, что после вашего мастер-класса я что-то найду, какие-нибудь приемчики, как вот работать с этим видеотекстом, правильно? Безусловно, это очень интересно, не сложно. Ну, мы вот любим такие именно, вот если вот вчера вот, были, видели, то любим такие вот именно кейсы создавать, чтобы можно было с ними, вот этими кейсами поработать. Вот. А у нас видеороликов будет, мы так предполагаем, много, потому что каждая команда приводит свой ролик. Вот надо как-то что-то с ним делать, не просто что посмотреть, чтобы смысл какой-то найти. Так что есть такая надежда. Сергей, а как запустить? F5. Ну, либо на... Нет, другое что-то почему не показывает? В с моей флешки. Видео или еще что-то. Как запустить? Тоже F5 нажми. Нет, зачем? Не знаю, попробуй. Попробовала. Не получается. Нет. А что ты хочешь запускать? Этот ужастик. Как показать? Мне. Надо же меня загрузить. Ну, Сергей, мне очень нужно. Ну, сейчас я буду найти. Добрый. Почему-то показывать с презентацией вроде бы понятнее было. А тут не показывает. У нас, наверное, с нашей школы тоже будет этот самый. А вы с какой школы? 26-я. У нас обычно Лешкевич Эдуард в команде молодых от Гродно. Теперь. Они приезжают к нам каждый год, гродненцы. Это здорово. А 26-я это где, я уже забываю? Вот это физитурист, 9-я гимназия рядышком стоит, вот мы вместе рядышком. 20 лет как. Вот здесь сразу почему-то видео не могу показать. Тут стоит, что два экрана, нужно перетаскивать видео как бы на второй экран. То есть оно как бы идет, что вот этот экран, который видео запускается, оно запускается на ноутбуке, но не запускается на второй. А как сделать, чтобы это запускалось? Куда мне его запускать? Я вам туда показала, да? О, смотрите. Боже мой, ну я... Какое чудо, ну ура, заработала. Это мы делали для молодых специалистов видео. Вам покажу заодно. Может, этот ролик привезут нам на фестиваль? Нет? Это мы делали на фестивале призвание педагога. В мае? Молодым это Нет? В апреле у нас было в мае. Это вот это самое. Молодым специалисты боятся идти в школу. Дом ужаса для них. Вот мы делали с Сергеем. А это наш Эдуард Лешкевич в главных ролях. Не полностью платят, видимо, здесь своеобразная просто такая. Так он у нас бывает, да. Здесь еще не идет. Страшный черт, как ему малюют, да? Все, спасибо, мы 5 минут справились. Извините,
Это вот для молодых специалистов. Добрый день. Добрый день. Да, мне вот утыкаться. Да, Иван сказал, что может быть совпадать, да. Вот такие мы сделали для молодых специалистов на этот фестиваль. А это наш. Я думаю, Иван, когда ездил на Украину, мы оттуда воспёрли эту информацию. Это наши выпускники 2015 года. Мы для них делали специально. Ученики занимают места в классе. Звонок, урок начался. Познакомимся с составом команды. Номер 1 Сорокин Даниил, вратарь. Не пропустил ни одного урока. Номер 2 Михайлов Даниил, но больше износил. Вот чем Чипис. Номер 3 Сергей Голубятко, пионер. В прошлом сезоне перешел из 9-й гимназии в 26-ю школу. Шершнев Иван. Против Завуча. Но он был дисквалификацией. Сцепился с Завучем, это реальная история. Много учитель идет в атаку и проверяет домашнее задание. Вызывает к доске Слизко. Денис проходит по левому флангу, выходит к доске. Учитель проверяет домашнюю работу. Опасный момент. И это 2! Вот это успех. На первый же минутах урока. Урок продолжается. Ситников дергает Ксюшу за волосы. Вы только посмотрите, какой прекрасный подкат, но Ксюша палит в ответ, и это удаление. Бесспорно была провокация, но это удаление. Ксюша Приходите, еще не начали. Класс остается в Вот уже интересно, еще не начали, все уже интересно. Дани проходит по центру, падает, это была явная симуляция, но учитель пропустил моменты, поэтому теряет прекрасную возможность сделать свое преимущество. Вперед прорывается Владик Метелица, и в доске назначается стандарт. И что мы видим? У Владика есть реферат, и он отвечает. Домашняя заготовка приносит свои плоды, Владик сравнивает счет. Ничья! Владик внимает направление, а потом власть может садиться на место. А впереди нас ждет еще более увлекательный урок. Учитель снова будет идти в атаку. У Голубятки потеряется шанс отличиться. Он выходит один на один с учителем и не отвечает на вопрос. Это дубль. Сергей расстроенный идет на свою парту. Что о нем сегодня скажешь в родительском собрании? Учитель на коже продолжает прессинговать и вызывает к доске Диану. Она мешкает, сразу видно, что она не рассчитывает на успех. Но что мы видим? Задний пас вперед подается длинная передача, и она проходит. Диана находилась в явном офсайде, но учитель не заметил нарушения и ответ зачитан. В драматичнейшем противостоянии 11 назад счет. Момент заигран. Ничего не поделаешь, придется ставить 9. Ну а что это? 11 не устраивает такой счет, не устраивает на задних партах беспредел. Учитель назначает самостоятельную работу. Доигрались. Самостоятельная работа на последних минутах урока. Староста класса, помните, Анастасия апеллирует учителю, но нет, самостоятельная работа. Звучит финальный звонок, неубедительный урок исполнения 11 А класса. А летим летом, представляй школу на ЦТ 2015. Я когда Маркевич была. Максимка вообще больше всех пострадал у нас тогда. Оба. Она так от души. От души, ну, ляпает от всех. Удовольствие какое приятное испытала. Пошло.
Это наш самый балбес, двоечник страшный, прогульщик, проблема всех учителей. Мы его вот нашли, вот и привлекли, и вот мы. И он доволен, и мы довольны. Вот такие мы делаем вот видео. Это если молодые команды едут, если вдруг надо, то мы так развлекаемся. Ну что, начинаем, правда? Давайте. Как раз мы посмотрели, развлеклись немножко. Да, мы сегодня Сергея я отправила на другой мастер-класс, я сама справлюсь, в принципе. Вот, хотим захватить чем больше, потому что вдвоем поехали, не можем никуда попасть. Значит, мы с вами поговорим сегодня о работе с медиатекстом, так как это заявлено в программке. И прежде всего я бы хотела начать с этой цитаты. От идеалов нации можно судить кто? Норман Дугласа. Это мы взяли вопрос, у нас он был на мозгобойне, мы играем в интеллектуальную игру. Иван, возможно, этот вопрос тоже знает. Как вы думаете, как продолжить эту цитату? Дети, образование, семье, культура, ага, да, лидер, литература, искусство. Вот чем мне нравятся учителя? Ну сразу все так, знаете, возвышенно, все так сразу красиво, правильно. Вообще все намного тривиальнее. Мы не взяли этот вопрос на мозгобойне, наша команда. Но тем не менее, что-то в этом есть. Удивились? Удивились. Но в этом есть что-то? Да. Да. К сожалению, об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Что мы вот рекламируем, то в принципе и имеем. И поэтому хотелось сегодня поговорить конкретно о медиатексте. Реклама, вы знаете, когда уже здесь все люди, в принципе, мне вот знакомы, как бы вас всех знаю по соцсетям, и я понимаю, что вы в медиаобразовании как бы не новички. Это когда я начинаю как мастер-класс с новой какой-то аудиторией, курсы, которые приезжают у нас с районов и так далее, то я у них спрашиваю еще, что такое медиаобразование, чем отличается информатизация. Вы прекрасно уже опытные люди, и вы понимаете, что можно работать с разными медиатекстами. Мы работаем с видео, да, мы работаем с фотографиями, с новостными, со статьями, много чем. Вот у меня, я люблю рекламу, люблю качественную рекламу, интересную рекламу, канны и так далее. То есть, и поэтому вот я такой вот очень, и контент вот на школу медэдукатора, что запустился этот дистанс без ментора, я тоже вот там по рекламе создавала. И я хочу вам, я не буду вам объяснять, здорово это Наталья делала на фестивале медэдукация по поводу рекламы, как она на вас воздействует, да, при помощи чего манипулирует. Нет, вот не цель моя мастер-класса. Я хочу вам дать инструментарий, да, опять кейсы, как вчера сказки, чтобы вы могли с этим кейсом прийти и с детьми поработать. Причем не один кейс. Я хочу дать вам использование рекламы на уроках и внеурочных. Но это использование будет не то, чтобы вы показали визуализацию, все, и на этом закрыли. Главное ведь еще анализ провести, правильно? Но как это сделать на уроке для того, чтобы этот анализ не растянулся на весь урок, чтобы мы не в ущерб материалу, но чтобы мы детей вот потихоньку учили к тому, что реклама это тоже манипулятор еще тот. Значит, прежде всего, ответьте на вопрос, зачем нужна реклама? Продвижение продукта. Так, еще. Информация. Информация. Стереотипы, да. Угу. А вот ее как бы создатели для чего? Объем продаж. Да, объем продаж. Продать. Хорошо, пока запоминаем. Кто лучшая аудитория и почему? Домохозяйки. Хороший вопрос. Дети. Критическое мышление отсутствует. Они постоянно крутятся в телевизоре, скажем. Хорошо, а теперь тогда домохозяйки. Они используют эти материалы. Никогда мне не говорили еще домохозяйки, но давайте возьмем реалии Беларуси с вами. Это большая аудитория? Пенсионеры тогда. Так, пенсионеры. Она выгодная аудитория? Нет, она малоимущая. Кто лучше? Дети. Дети. Почему? Дети родители, что хочешь. Они затребуют у родителей все. В Америке проводилась такая очень интересная кампания перед Рождеством. За месяц до Рождества выпускается грандиозная реклама супер какой-то игрушки. И дети что делают? Да, это все должно прийти мне под елку. Что они делают? За 2 недели до Рождества, пока еще родители думают, ну, успею, они это снимают, дружно с производства. И что родителям остается делать? Ну, под елку положить то, что, похоже, взаимозаменяемо.
они покупают этой фирмы похожие какие-то, ну, не так раскупаемые вещи. Ребенок устраивает что? Истерику на Рождество, открыв не то. И они сразу после Рождества выкидывают обратно тот товар в магазин. Что делается? Активно она скупается, потому что было обещание дано. И они убивают двух зайцев и продают свою игрушку, которая и так бы раскупилась, потому что была активная реклама. Ну и сделали такой вот за счет вот этого вот напряжения, продажи. Поэтому аудитория лучше это дети и за отсутствием критического мышления, из-за того, что они умеют требовать. Посмотрите на Бонстика. Бонстик, это вообще жесть. То есть хорошо так пропиарили это все. Да, и пожалуйста вам, и живет, дети, да. да, и дети требуют, стоят возле кассы. Какие способы есть защитить детей от вредной рекламы? Сложно. Сложно, правда ведь? Да. Это вот, как мы говорили вчера о стереотипах, которые складываются в самом начале, и потом это переломать сложно. Так вот, если с детьми работать, поверьте мне, с самой начальной школы и с детского сада, мы потом дойдем до компетенции в этом каталоге «Цифровое будущее», который вам всем известен. Это можно делать и как бы показывать детям, что если объяснять и развивать. Вот сегодня попробую я вас в этом убедить. Возможно ли использование рекламы в качестве образовательного ресурса? Не визуализации, просто видео показать, а образовательный ресурс. Можно. Ну вот как? Географию можно изучить. Не знаю. Структуру языковую можно сделать. Прекрасно. На английском языке Да, иностранцы, да, явно заговорили, замечательно. Вот мы сегодня к концу попробуем занятия еще раз, я задам этот вопрос, и посмотрим, расширится ли наши ответы. Вид рекламы. Вот когда, помните, я задавала вопрос, зачем нужна реклама, продвигать продукт. Конечно, мы об этом говорим коммерческой, экономической рекламе. Да? Ее цель, безусловно, продать. Но мы забываем с вами о том, что у нас есть еще социальная реклама. Ее немного цель другая, она никак не связана с финансами, правильно? И она больше на благотворительные, какие-то общественно полезные социальные цели. И есть реклама, это политическая реклама, о ней говорить, наверное, можно обществоведам, наверное, на старший какой-то 10-11 класс. И, ну, это очень... У нас ее нету, поэтому... Да, узковато, да, немножечко, узковато немножечко, да, профиль. Вот 3 вида рекламы. Скажите, пожалуйста, с какой учителю проще всего работать? Почему? Я бы сказала, с коммерческой. Вот вы готовите какой-то мастер-класс классный, сейчас информационный, скорее всего, по какой-то теме. Представьте себе другую тему. Скорее всего, вы какую цапнете рекламу? Скорее всего, социальную, да? То есть, когда с ней легче работать. Почему? Потому что она брос на определенную эмоцию, на определенную проблему и так далее. С ней проще работать. Можно работать, конечно, с коммерческой, все зависит от ситуации, но проще всего работать социально, ее не нужно объяснять. Там все понятно. Вам говорят, это хорошо, там, это плохо, да. Не надо детям объяснять. С коммерческой немного сложнее, потому что тут нужно конкретно объяснять. Раз мы говорим о развитии критического мышления у ребенка, им нужно объяснять вот там вот эти вот нюансы, моменты, за которые цепляют. Сейчас я вам покажу одну рекламу, и ваша задача определить какой-то вид рекламы и по какой теме вы бы с ней поработали. Не могу спокойно. Ну, нельзя это. Это невозможно. Какой вид рекламы? Социальная. Социальная. Нужно ли детям
им что-то объяснять здесь. Нет, вы вызвали, нужны эмоции, да, сильная очень реклама. Недавно я тоже увидела, устраивала мастер-класс, вот именно, наверное, нам уже сюда, на этот кемп, до этого у меня ее не было в моем мастер-классе. Социальная реклама, что рекламируется? Ну, как бы, о чем речь, точнее, идет? О чем мы будем говорить здесь? О преданности, дружбе. Смотрите, преданность, дружба, здорово. А вот социальная реклама чего это? Медицинское учреждение. Помощь. Коммуникация. Да, помощь. Скажите, пожалуйста, почему собака обрадовался? Потому что появился у него друг. А откуда он узнал? Он сидел, ждал, и он сразу... А почему он почуял? Потому что он здесь, видимо, тут всегда. Одиночество, что ли? Одиночество, да. Нет. Обратили внимание на пластырь? Что? Значит, Что? сердце пересадили. Пересадили сердце хозяина, и он хозяина. слышал знакомый стук. Ага. И вот, исходя из знакомого стука, это донорство, и тема достаточно серьезная, хорошая тема. Есть, поверьте мне, круче вот эта вот реклама, эта реклама трогает, она для детей. Есть там такая реклама жесткая про мужика, который там пьет, который там, ну, вообще там курит, там окурки чуть ли не там, всех там чуть ли не посылает, а потом, когда он вот пьет, оказывается, показывают, что ту соседку, которую он посылал, которую он отправлял свою собаку гадить на двор, он ей роговицы свои отдал, она стала видеть, вот, и тогда, ну, то есть вот эти вот моменты, как бы, что он сам по себе мужик был вообще не очень, мягко сказать, а оказывается, он замещал свои донорские, хотя, если я говорю, тоже, так себе у него морга с такого образа жизни, ну, смотри, какие он, роговицы и так далее, да. То есть некоторые моменты, вот, есть пожестче реклама, но тем не менее, донорство, и как тоже мы судим человека, да, о его поведении, о его внешности, оказывается, это здорово. Вот. И так мы говорим, что социальная реклама, это проще всего, потому что она работает именно так, как, ну, как вот и должно быть. Показали, вызвали нужные эмоции, обсудили одиночество, дружбу, преданность, пожалуйста, это все здорово. И вот поговорили о донорстве, если нужная тема. Итак, психологические приманки для детей и подростков используются в рекламе. По мастер-классу Натальи, который проводился в марте месяце, мы говорили больше, да, о взрослых. Она здорово подготовила, так сказать, для меня вот базу. Теперь мне не нужно вам объяснять взрослым, для того, чтобы вы уже на свои знания поняли, как она работает на детей. На детей немножечко по-другому. Первое, на что они влияют, это богатство. Мы сейчас опять заговорим о чем с вами? Богатство в чем у них заключается? В бонстиках, естественно. Чем больше бонстиков, фишки, наклейки, все это дело, бонстики, это у них один из, ну, такой заманух. Второе, это преодоление страха. Ну, тут, наверное, как бы тоже понятно, да, если есть там какой-то супергерой, который с вами полетит, прыгнет, поплывет, пожалуйста, он сильно защитит преодоление страха. Любовь. Ну, любой ребенок, да, ему требуется любовь, когда показана такая идеальная семья, где вот мама там заботится о ребенке и с утра дает ему там какие-то там, вот это все здорово. Фантазия. Ну, тут уже как бы объяснять тоже не имеет смысла. Разные фантастические. Представим себе, что мы спустились в подводный мир с этим динозавриком Дина, полетели в космос. Это все как бы дополнительное стимул ребенка, чтобы этот продукт ему привел внимание, этот товар. Власть. Что такое власть? Власть имеется в виду, когда ребенок чувствует, что у него есть что-то, что лучше, чем у взрослого, или он может, так сказать, покомандовать взрослым, типа «ты налей и отойди». Вот здесь вот, пожалуйста, или вот есть рекламный типа лозунг, такой же, как у мамы, только лучше. Вот тогда вот он чувствует, что я вот уже взрослый, я такой самостоятельный, я могу сам себе решать, управлять. Вот имеется в виду здесь власть. Юмор. Ну, юмор, понятно, это вот какие-то там вот эти вот печеньки Орео, да, где ой, мама идет, забирает. Ну, тут дети посмеются, запомнят. И еще один крючочек, ну и стабильность. Ну, как любой ребенок, да, он стремится к стабильности. И если показано определенные семейные какие-то устои, то, что ему привычно, то, что ему понятно, это успокаивает. И у него входит уже в понимание того, что для того, чтобы его семья была такой же стабильной, идеальной, здорово, надо еще вот по утрам будет выпивать определенный йогурт, съедать какое-то там мороженое и так далее. Значит, итак, мы возвращаемся еще раз к вопросу, как же нам вот учесть все эти вот крючочки, за которыми наших детей пытается зацепить реклама, привлечь к продукту, который, возможно, и не самый будет, да, полезный, для того, чтобы они понимали это. Вот как бы я сегодня
хочу показать немножечко теории для того, чтобы вы понимали, а потом уже мы немножечко попробуем на практике. Информации, как бы текста сейчас будет, ну, как бы на слайд. Я вам говорю о том, что эта вся информация, когда вы анализируете с детьми, работаете с рекламой, она в принципе не нужна. Я вам даю просто полный такой анализ. Первая часть, когда смотрите с детьми рекламу, то есть когда вы хотите просто показать на уроке рекламу, желательно, конечно, первое занятие посвятить разбору рекламы. Для того, чтобы потом, когда вы будете на уроках с детьми вот эти вот ниточки дергать, они уже понимали, о чем идет речь. Первый блок – это внимательно смотрим и слушаем. Почему это первый самый? Потому что вы смотрите рекламу, она длится коротенькое время, знаете, рекламу снимают полнометражную, потом там урезают ее, и потом маленький фрагмент, когда уже полнометражка накрутила в голове, они экономят деньги и время, но вы уже знаете, что там за реклама, да? И первое, за что они вас цепляют, это то, что вы услышали, либо то, что вы увидели. Поэтому это самое главное, и с детьми необходимо прежде всего это обсудить. 3-5 прилагательных характеризуют эту рекламу, если там люди, пол, раса, почему, ракурсы, там яркий свет, темнее, почему так показаны, цвета какие использованы, текст, если текст, то какой, крупный, мелкий, где-то подписано, какое место занимает. Для телерекламы звук обязательно, правильно? Говорят и персонажи. Если говорят, видите, у меня здесь приведен пример, если в рекламе джингл, да, короткая музыкальная фраза с вокальной пропевкой или просто пропетый бренд, например, Данон, у кого в голове сейчас прозвучала пропевочка? Пропевочка у всех прозвучала, то есть это настолько уже вбитое. Сколько раз мы слышим название бренда, какой прием используется в рекламе, то есть юмор, свидетельство звезды, рекомендации специалиста, там, преодоление страха, все то, что я писала на предыдущем слайде. То есть, вот, если вот этот полный разбор, его здорово проводить, когда вы проводите непосредственно занятия, работа с рекламой как медиатекстом. То есть вот вы конкретно хотите показать. Это мой вот первый блок такой вот мастер-класса. Потом уже как вы вставляете блок нюансов. Второе. Определяем задачи рекламы. Это когда у нас первая визуализация уже прошла, мы услышали, мы поняли, нам необходимо понять, с какой, мы понимаем, что целью рекламы является продажа товара или услуги, это мы уже сказали. Какой товар продает эта реклама, поговорить с детьми. Кто является целевой аудиторией этой рекламы. Какие чувства или эмоции рекламы пытались связать с этим товаром, получился ли задуманный эффект. Тебе бы хотелось пользоваться этим товаром, почему? И так мы уже с детьми начинаем немножечко пережевывать, да, эту рекламу, вникать в нее немножечко в суть. Следующее – это определяем основную идею, ценности, послание, да, месседж рекламного сообщения. Тогда мы уже начинаем ее декодировать, анализировать, разбирать. Мы, когда визуализацию, мы сказали, что тут присутствуют люди, тут присутствуют женщины, да. Например, у нас идет, как представлены мужчины и женщины. Например, женщина-кинозвезда, хозяйка мать, да. Например, если мы смотрим, как мы на уроках английского языка разбирали, когда говорили о красоте, Хайди Клум, у нас была реклама лака для волос, да. Почему именно Хайди Клум? И, то есть она кинозвезда, да, она такая вся красивая, и вот у нее еще там. Когда-то я проходила курс медэдукации в школе, и не помню, я у вас тогда была, не у вас медэдукация, вы мои менторы были, нет? Кто-то вот у меня ментором был, и мне так понравилось, я писала тоже что-то там было, кинозвезда, рекламирую там или крем или что, мне сказали, и мне обратили мое внимание, а если бы этот крем рекламировала тоже кинозвезда, но это была Нонна Мордюкова. Очень четкое замечание ментора, которое у меня сложилось, да, ментор вот просто, вот не вспомню, это было очень много лет назад, теперь я уже ментор на этом курсе, поэтому я уже не помню кто, но какое четкое, да, вот это вот замечание, правда? Поэтому кинозвезда — это все здорово, но еще важно, внешность, прекрасно отношусь к Нонне Мордюковой, но тем не менее это влияет, правильно? Значит, тоже можно поговорить о гендерных ролях, представлении предназначения, поведении, чувствах мужчин, женщин, образы и так далее. Смотрите, вот этот вот, я, например, гендерные роли, я очень люблю на уроке английского языка, если, может быть, кто-то видел, я на наставнике инфо выкидывала целый пост о использовании рекламы на разных этапах урока. И там у меня есть такой момент, когда мы проходим на уроке английского языка с старшеклассниками, тема «Семья». Я им предлагаю, делю их на группы и предлагаю, по-моему, там 3 видеоролика разные. Каждой группе определенный видеоролик один кидаю. И задача определить, ну, назвать членов семьи, которые там существуют,
взаимоотношения в семье, какие у них занятия, хобби там, возможно. И потом я тихонечко перехожу к анализу рекламы, которая мне не выходит за рамки, в принципе, моего урока, моей темы. Почему показаны именно эти члены семьи? Почему именно такие хобби у них? То есть, например, если рекламируют фастум-гель, вспомните там члены семьи кто? Там внучка, там дедушка. Почему, например, такие? Потому что фастум-гель, он как бы для возраста определенного, да, людей, для того, чтобы... Какое у них хобби? Катание на коньках. Почему именно это хобби показали? Потому что травмоопасно, а фастум-гель вам все поможет. Вот, и вот вылечить и так далее. То есть потом там домик в деревне, там что-то было, показана бабушка, там и полная семья. Почему именно такие отношения? Почему там? Потому что тут показывают о здоровом продукте, как бы хотят на это намекнуть, что это чисто экологически здоровый, там, и сметанка или что-то там еще было. И вот бабушка, такой вот уют, ее вот блинчики вот с этой сметаны, сразу такое вот расположение. Мы обсуждаем, на английском мы не выходим за рамки той лексики, которая мне нужна в 10-11 классе. Мы обсуждаем все, взаимоотношения, кто глава в семье, потому что иногда ребенок говорит, да, а ты налей это иди. Кто в этой рекламе считается главой, который командует? Ребенок. Это, смотрите, это дополнительный нам стимул обсудить с разных сторон, какие бывают семьи, кто в них бывает вот, зарабатывает, да, кто из них управляет семьей. И я анализирую рекламу, они сразу понимают, а почему эта реклама именно снята так, почему именно такие члены семьи, почему они именно этим занимаются, почему этот продукт ассоциировали именно с этим. Но я не выхожу за рамки лексики необходимой и ситуации общения про семью. И вот мы обсудили их роли гендерные, и все замечательно. Те же вопросы можно задать о национальных расовых стереотипах, о социальных классовых стереотипах. Например, богатые люди всегда счастливы, у них нет проблем, как показано в семье. Вот обсудили это. Потом, естественно, говорим уже о возможных последствиях рекламных посланий. То есть мы это все обсудили, мы разобрали эту рекламу, мы поняли, да, кто там что изображен, что пытались нам навязать. И необходимо обязательно, да, провести такую вот рефлексию, надо вот последствия поговорить рекламного послания. Они краткосрочные, долгосрочные. Искажает ли эта реклама образ действительности? Почему да, почему нет? Продавая свою версию мира, там, она навязывает аудитории, какие взаимоотношения считаются идеальными, да, что ждут от нас окружающие. Можно ли назвать эту рекламу социально ответственной? Почему да или почему нет? Коммерческую рекламу. Мы говорим только коммерческой. Я с вами сегодня работаю исключительно по коммерческой рекламе, потому что социально нам все просто и понятно. Обсудили с детьми вот последствия рекламы и вот эти вот нюансы ввели. Так, теперь я вам описание дала, что можно рекламные продукты позволяют решать целый ряд образовательных задач. То есть мы можем создать проблемную ситуацию, мы можем показать личную значимость изучаемого материала для ученика, мы можем способствовать усвоению содержания на уровне запоминания и понимания, формировать умение оценивать степень достоверности получаемой информации. Сейчас немножечко практических примеров. Я вам покажу, по-моему, сейчас рекламу. Вроде бы да. Плакать не будем больше, нет? А? Плакать больше не будем? Нет. Будем веселиться сейчас. Все, уже никакой социальной рекламы, а как Иначе я второй раз не говорю. слабая реклама коммерческая, если она будет вызывать интерес и так далее. Ваша задача определить, ну, вид рекламы уже понятно, мы работаем с коммерческой, что рекламируется, и, ну, самое главное, на какую тему вы бы сработали по этой рекламе, о чем вы бы стали разговаривать со своими учащимися по этой рекламе. Ну что происходит? Апокалипсис, конец света. Чем вызваны эти происшествия? Природные. Может быть, природными. Может быть, какими-то информационными. Ага. Да, Метеориты, метеориты, может да, быть. Какие эмоции вы испытывали при просмотре рекламы и почему?
Разные всякие. Разные Когда всякие. собака ведет хозяина, положительно. Да. Эмоции резко менялись очень. Да, Менялись, правильно. Вот Очень прямо резко. они вот так вот на Понятно. сходны. Какие приемы использовал автор, чтобы вызвать у вас все эмоции? Музыка есть. Музыка динамичность такая есть. меняется Это постоянно. Смена. постоянная Да. смена, и прямо каждым моментом удивляет. Да, Тут вспыхнуло, да. тут упало, тут улетело, тут покатилось. Тут Тут присматриваешься, что именно в последний момент я не поняла, что там Не успеваешь, что Нет, происходит, да, не там Да, какие там успеваешь. слова, если видели текст? Конец. Только Конец. вариант. Бегал с плакатом, конец, все. Конец. Что таким образом рекламируется? Мой любимый вопрос. Телевизор там был большой. Был большой телевизор. Часы там еще были большие. Это прекрасно, но как-то взаимосвязать, что они рекламируют таким это образом. И на какую тему вы бы вышли поговорить? Чудесная тема, я вам говорю, я с своими детьми выходила на тему. Классный час можно провести, и если просто здесь не иностранцы, иностранцы у нас есть такая тема, старшая класса. Прекрасный выход, тем паче рекламы на английском языке. Ну, Ну, что экологические проблемы. экологические проблемы есть вариант. А? Нет, ну коммерческая реклама, да. Это коммерческая реклама, что-то там колесо обозрения Да, было. или колесо, что-то. Нет, ну это А с коммерческой еще как немножечко связать? Это все здорово. О, смотрите, как я вас может ожидаю. быть страховые фирмы. О, мне нравится. страховые. Вот чаще всего Да, говорят, да, да, страховые фирмы. Хорошая вещь. Ну что ж, Страховка не поможет, если Ну, душу согреет. я вам с концовочкой покажу. Насладитесь еще Там раз. конца не Ну было. как? Не было конца. Не было, Ну, вы- естественно. Вот, вот В тут. общем, обожатели рекламы. Людочки, я обожаю. Реклама — это меня шедеврально. Люблю хорошее. Тут явно конец света наступает. Какие-то перепутки. Машина. Какой-то тут здесь же не страховка, да, хорошая. кто это летит. Какой-то магнетизм Пингвин, что кругом, ли? всего чего-то притягивает. Полтергейст, гравитация. Здесь слоган, очень классный слоган для рекламы. На английском языке будет, но мы его озвучим для тех, кто не в теме. Ну, инопланетяне какие-то. Реклама Может, правда, инопланетян. Батарейка закончилась! Только Бог знает, что может произойти, когда у тебя села батарейка. Классно! То есть у Бога разрядилась батарейка, он не в теме, что у него происходит на земле. Поэтому, Кто какой-то не русский. кстати, да, смотрите, реклама-то американская, они очень за это, вы знаете. У них да, толерантность у них очень такая грань, тоже возможность поговорить Конечно. об этом. Согласитесь, да? Есть такое вот у них, да. О чем поговорим с детьми? О чем поговорим с детьми из этой коммерческой рекламы? Знаете ли вы? О какой зависимости? Мобильный, Интернет, гаджеты, да, зависимость от гаджетов, когда у нас не включается, как вчера. Кто здесь был на последнем мастер-классе по поводу визуализации? Она показала тайм-менеджмент, какой-то там ресурс, где, когда вы сидите вот в интернете, вам надо поработать. А вы все время называете Facebook, Viber, да, ВКонтакте и остальные сети. И если вы не можете себя заставить оторваться, она сказала, есть какой-то, где вы блокируете себя же, ставите, например, Viber до 7:00, и вы не войдете туда. Для меня, конечно, это прозвучало дико. Просто, что я не могу сама себя настолько организовать, что мне нужно саму себя вот так вот заблокировать. Но тем не менее, раз этот ресурс существует, значит, была на него потребность. И вот мы говорим о вот этой дикой зависимости от гаджетов, когда хочется сам и посмотреть. Знаете, что? И вот вы задали вопрос, о чем бы можно было поговорить, с гаджетами, да? У меня возникла сразу вот такая потребность поговорить о том, что просматривают дети, если вот такую информацию, то это все мусор. Получается, смотрите, никакой, в принципе, значимой информации здесь не было. Да. Ни важности никакой, она не вызывала никаких эмоций, Да, таких, прекрасно. чтобы, или там, ну, других составляющих, которые познавательные. Да. Концовка, да, здорово, быстро, классно. Да, смотрите, вот как прекрасный вариант. Видите, сколько дает коммерческая реклама? И ничего не происходит после того, как заканчивается батарейка. Да. Вы, Да, вы ничего, информацию никаких напряжения. да, никаких волн не Лишняя поставишь. информация.
Да. Да, никакой Вызывает там раздражение. счет валится с неба. Но, смотрите, мы с вами, я вернусь, попробую на предыдущий слайд. Вот с ними можно это обсудить, разве нет? Вот, мы проанализировали рекламу, мы заняли много времени, мы вышли за рамки какой-то темы, которую нам нужно поговорить о гаджетах. Нет! Вот, не надо вот эти огромные блоки. Эти блоки я вам дала просто, вы понимаете, как общий, уж такой цельный анализ рекламы. Ну вот, хватит обсудить это, чтобы детям объяснить, что в принципе здесь, ну, это реклама, и она вас пытается зацепить. Что это коммерческое. Вот вы обсудили и вышли на нужный Да, смотрите. Даша сидит и говорит, вот. Мне кажется, что вот мое личностное ровно такое. Если у меня разрядился телефон, У меня точно. у меня апокалипсис начинается. Я не знаю, где происходит, я не знаю, куда мне дойти, я не могу. И так дети Это себя паника, Да. любой человек, если у тебя Да. Забыл телефон телефон дома, дома, а в школу да, пошел, что? все. Зачем думать о том, чтобы Вот сделать? об этой зависимости Да. идет речь. Я еще прекрасно помню время, как я радовалась, что нам в квартире поставили обычный домашний телефон. Я его помню. И как-то ж мы договаривались, и как-то мы выходили на улицу, и не На паниковали. свидание раньше ходили. Я тоже, меня сейчас отрубить с телефона, и Да. все, у меня с собой Я переносной рассказываю, подзарядная. Даша, да, я однажды из таких поездок, когда закончился телефон, я зашла тут же в магазин, купила подзарядку. Потому что, знаете, еще Я здесь не могу жить такая спокойно. заметилась, вот параллель проведена, не совсем она мне как-то не очень понравилась. Ассоциация гаджета, подзарядки с Богом. Это, Это очень серьезная вещь, мне кажется. это серьезная вещь, очень серьезно. Это когда мы будем говорить об уместности юмора. Вот Мгм. если это... Я вам даю то, что мне надо. Да, хорошо. Если на юмор, то выход хороший. Да, уместность Мгм. где-то, о чем ты? Потому что, Политкорректность сразу. да, политкорректность там Да, сразу да. идет. Вот это все очень здорово. Я выхожу на то, что мне нужно для вас, понимаете? Я как урок английского языка, я делаю упор на нашу зависимость от гаджета, что как только наш умирает гаджет, у нас потому что есть такое. Потому что у нас есть вот такое, спасибо, я старалась. Собака идет на поводке человека. Да, Да. да. Причем собака, Да, ходящая на смотрите. двух ногах, Сбивает человека Да, машина. да. Это показывают. Но это коммерческая реклама. Она вас на шок, на неприязнь, на страх, на улыбку, на все что угодно. Она вас берет, лишь бы вы купили. Сразу все эмоции Сразу задействованы, все. да. Это чудесный вот вариант рекламы. Я согласна, я зацепила вас на то, что я хотела зацепить. Вы можете своих зацепить детей на то, что вам удобно зацепить. Итак, это всем известный пример. Я его просто очень люблю, поэтому я включаю, хотя он всем известный пример. Реклама. Это не оригинал рекламы, я в интернете подбирала картинки. Реклама обезболивающего некого средства, болела голова, выпила и счастлива. Какой-то вариант этой рекламы, он прекрасно, ну, в другом каком-то оригинале, да, он замечательно пошел по европейским странам. Он вызвал на ура, лекарства покупали, в арабских полный провал. Почему? Кто знает, не говорит. Потерпите. Если кто-то четко знает это, почему в арабских странах полный провал? Женщина без головного убора. Это самый первый ответ – нет. Хотя об этом, кстати, тема тоже сейчас. Слышали, там какую-то модель, да, убили пакистанскую, какую из-за того, что он начал в Инстаграм выкладывать, да? И второй уже угрожает. Тоже страшная тема для разговора, но это наша современность. Нет, нет. Может, надо страдать. С религией, может быть, Запрещено. Не с религией. Чисто банально. Чисто очень банально. Прекрасный пример используют на уроках истории, если вы хотите поговорить об арабских странах, об их уникальности культуры, но она уникальна. И хорошо, эта тема подойдет, наверное, я историк по образованию, но ни разу, я только заменяла когда-то историю, но все время на английский я пришла в школу. Не знаю, есть такая тема культура арабских стран. Письменность. Нельзя изображать человека. Письменность. А почему письменность? Там написано, что Как пишут арабы? Справа налево. Прочитайте А наоборот. Все ясно. это не только в арабских, в других странах. То есть вот разница цивилизации. Да. Если вы прочитаете рекламу, так как они бы почитали, чтобы они поняли, Был счастлив. выпил вашу таблеточку, и что-то прислохило. Полный провал. Смотрите, как здорово, да? Как надо учитывать аудиторию, как нужно учитывать культуру, менталитет, понимание, да? Того, куда вы размещаете эту рекламу.
Смотрите, мы обучаем детей вот, анализировать рекламу не только для того, чтобы они в голове сложили вот эти критическое мышление, крючочки и все остальное. Не только. Мы хотим, чтобы они потом создавали свою рекламу, неважно чего. Хотим? Медиапродукцию нужно создавать детям. Они прорекламируют какое-то мероприятие, они прорекламируют какую-то книгу, я вам покажу, что можно рекламировать. Все покажу. И нужно, вот на этом примере они прекрасно поймут, что нужно учитывать аудиторию, менталитет, культуру. Для маленьких деток вы будете создавать одну рекламу, для их родителей совсем другую рекламу. Вот аудитория, пример. Эту, почему заметки отсутствуют, непонятно. Вот эту рекламу на коленке вставила, едучи в маршрутке, встретила две вот рекламы, что вчера на сказке и вот эту вот. Что, как вы думаете, здесь? Что за циферки? Тоже замечательный выход на тему коммерческая реклама. Сколько раз вот эта куртка это чисто проходила в этом? Это магазин одежды. Вес. Магазин одежды. Да. А мне почему-то сразу химчистка. Нет, сколько ты проносишь ее? Нет? Километраж. Все намного веселее. Насколько нас... Лайки в Facebook навешаны с одеждой. Они просто заморочились тем, что когда они выкидывают где-то в какую-то соцсеть свои товары, их лайкают, но офлайн человек, придя, он не видит, насколько это круто пролайкано. И они этим заморочились и вывели количество лайков, и тогда посмотрел... Согласитесь, что это сработает. Посмотрел, померил, оценил популярность, и ты сразу же важно в тренде, в модном и деловом. Как отзывы читаешь, да, товарищ? Да. Вот, то есть Хороший тоже вариант. На коленке сделала, и можно тоже поговорить о вот этой зависимости от соцсетей. Что человек теперь стремится за лайками, ни зачем. Вот ваша коммерческая реклама, обсудили, сработало, зацепило, не зацепило, и вышли в нужную тему. На коленке на сделала. каком ресурсе вы находите все эти фишечки? Я? Просто так? Ну, у меня есть идея в голове, а потом понеслось. Да. А потом И еще... уже просто чисто, что понравится, и выбираете, да, как-то? Ну, да. Ну, то есть, как Да, подписано на специальные паблики, то, что с этим связано, мне должно выплывать. Это ошибки на ИСИ для учителей английского языка. Это то, что недавно выкидывала Тамара Мацкевичева по поводу вот этого, во время приготовления под давлением чаши практически отсутствует кислород, поэтому ваше любимое блюдо готовится в 2 раза быстрее. Я не физик, ни секунды, не химик вообще, но она прекрасно раскидала кейс для физики, кейс для химии, как можно использовать рекламу мультиварки, как с детьми показать, что вам ошибочно навешивают, и научно. Причем, посмотрите, И для чего у нее есть создать свою рекламу на научном где-то. Где-то есть вот создать свою рекламу. Чтобы дети создавали свою рекламу, необходимо им этому научить. Это сейчас я с вами немножечко разделимся на группы. Сколько нам? 3 группы хватит? 3 группы хватит. Вот вам будет первая группа, вам вторая группа. Если нужна, когда объединяетесь, вам третья. Ответьте мне, пожалуйста, вот постер. Это реальный постер коммерческой рекламы. Я вам даю 3 минутки ответить вот на эти вопросы. Вы полетели сумочку из Пушечный молоко, если это правда, пушечный молоко. Мне кажется, это аромат. Нет, даже смотри, там Да, это сложно. Свет.
именно это воды, И вода будет То есть не вытягиваете поэтому Почему нет в организме порядка? Я не знаю, как А может быть, сколько шаг? Две минутки. Ну да, немножко Вращение есть. Вот самого водачек да. Так вот, когда не Нет, когда издалека смотришь, нормально. А вот это очень, да, есть такое. Татьяна, вы садист. Рассказал. Я это представляю, когда я говорю, тебе тут доброе, кто угодно, но не доброе. Не, садист. Мне вот это просто кажется, мне кажется, что придумать Раз сердце Это можно увидеть. Надо им написать, что точно. Я же говорю, что убивать животных. мне очень приятно. Слышишь, Она понесла. Иван, ваши друзья, слушаем. Берите просто, выходите сюда. Выходите сюда. Покажите, как постер группам других и расскажите, что вы пришли. На самом деле, мы уже две главные мысли, и до сих пор как-то еще не решили. Мне вот это была ассоциация, фактически, что если не присматривался еще была версия, то есть, может быть, это компания Greenpeace, что я очень люблю такую же рекламу, что сумка из натуральной кожи, почему бы нет, но это совсем натуральная кожа. А вы говорите, я садист, я вас умоляю. Так мы поэтому говорим, что вы садист такой взявший. Натуральная Ну, я тоже так Если коммерческая, может быть, например, какая-то сеть фитнес-клубов, что-то другого. Прекрасно, вариант это фитнес-клуб. То есть, да, получается, я как хочу. ожирение, типа. Если, например, там тоже сразу слово, например, как бы там тоже выбрать что-нибудь лишнее или навести порядок в своем теле. Вовремя закрой рот. Не жрать. Если мы с этой сумкой берем все лишнее, она станет Прекрасно. красивой. Какие эмоции пыталась вызвать реклама это? Сразу как бы такое, если не присматриваться, то все красиво, присматриваться уже отвращение. А почему они пытались вызвать отвращение у вас? Потому что показать, что... Нечего носить. Придите к нам в фитнес-клуб и сбросьте эту гадость от этой. Молодцы, браво этой группе. Полностью. Может быть разная, потому что Абсолютно. она направлена только на все категории. То есть, как здесь каждый видит, даже и ребенок он поймет, потому что опять-таки будет присматриваться и взрослые пожилые будут.
ну, тоже приемы знаменитости, прием, наверное, от противного, отвращения, то есть отвращение, как бы нам показывается. Носить с собой же вот этот. Хорошо, молодцы, прекрасно справились. Занятия можно с любым, то есть можно тоже и на классных часах, и... За ЗОЖ, а ЗОЖ угодно вы можете быть. Молодцы, группа прекрасна. Следующая группа. Кто у нас? Давайте, мишки. Да, у нас два изображения. Значит, мы пришли к выводу, что это реклама зоопарка. И история в том, что можно заплатить 28 евро-долларов, и у тебя будет всего лишь игрушечный плюшевый мишка, но лучше сходить с ребенком в зоопарк или там в какой-то зоосад, в котором ты за $7 посмотришь живого настоящего мишку, и это намного полезнее. Да, хотя у нас изначально была абсолютно другая версия. Изначально мы решили, что это реклама кондиционера. Не жалей кондиционера, тогда у тебя мишка будет мягкий. Ну, я думаю, что все-таки родители. Или дети, если они будут требовать заведи меня в зоопарк. Да, ну, может быть, да, родители, дети. Какие эмоции? Какие эмоции? Тупик, да, не знаю. Всякие. Жалко живого мишку, который хочется сходить посмотреть. Скажите, а на какую тему мы можем выйти? Природоотношения. Да, человек, природа, отношения. И вообще, в принципе, потребление, тема потребления. В том числе. Потом частные цирки, о чем сейчас говорят. Отношения животных. Слоган есть какой? Живое никогда, искусственное никогда не заменит живое. Молодцы. Дожали до последних секунд. Молодцы. Ну и последняя группа. Приятности. Ну идите. Посмотрите. Приятно. Вот эта красочка маленькая вообще можно заметить. Это колод какой-то. Ну да, мы решили, что это какая-то туалетная вода, да, которая причем повторяет форму реки или чего-то. Ну, как бы, может быть, там в гармонии с природой какой-нибудь слоган, но потом мы еще, в принципе, вышли на то, что, чтобы сделать эту воду, природу потребляют, да, и вот тоже экологическая проблема использования экоресурсов для создания, в гармонии с природой. А для кого это реклама, аудитория? Ну, для взрослых. Ну, мы сначала думали, что это туалетная вода для женщин, потом решили, что не очень красивая бутылка, не повторяет форму женского тела, решили, что все-таки, наверное, мужская вода. Молодцы. И вы говорите о занятии, вы поговорите об экологии, правильно? Ну, да. Даже еще можно поговорить о том, что вот здесь все очень красиво и чисто. Это чистота внешняя, когда в сочетании с этими духами ты обязательно должен сначала привести себя в порядок, чтобы соответствовать картинке, соответственно, аромат. А если об экологии, то вот это испарение, как будто все, что направлено, вот река, чистые листочки, растения, переработки, дает вот экологическую проблему. Что естественное, каким там, не знаю, из натуральных горных источников. Вот. Да. А теперь я вам скажу слоган. Купив одну бутылку Hugo Boss, по-моему, за эти деньги мы посадим одно дерево. О, видите, это правда очень. Видите? То есть, и сразу вас за что зацепили, вот вы поможете, вы приобретете и поможете, да? И приятно, и плюс один камень. Если здесь именно такая философия, что вы покупаете, мы посадим дерево, то здесь можно выйти совершенно на другую тему, например, того же гринвошинга, потому что, понятно, посадив одно дерево, оно вряд ли вообще приживется. Для того, чтобы реально было одно дерево, нужно посадить много саженцев. Значит, и можно обсудить именно эту тему, о том, как нам под видом чего-то экологичного, хорошего дела, просто наши О чем мы и говорим, к чему мы идем. Это прекрасно. Смотрите, какая дискуссия у нас возникает. Ой, жаль, что времени ни на что не хватает. Вот физика, декапитатор наш по физике, который выбрасывали наставники инфо, был один из пунктов создать рекламу любому физическому явлению. Дети уже с Сергеем проработав, да, как работает реклама, все еще зажигаете свечи с наступлением темноты, купите лампочку, и в вашей жизни не останется места темноте. Почему не экологическая лампочка? Не модная сейчас. Не знаю. Они уже потом разбирались с Сергеем, возможно, почему темный шрифт, почему что-то. Это же тоже важно, да, когда мы говорим про шрифт. Я тут ничего не могу сказать. Второй мне больше нравится.
Он лучше свет в темном небе. Сразу видно, кто у них преподаватель, правда? Вот сразу. Да, на юморе. Вот это создают такие постеры рекламы, они у нас создавали. И мы делали вот эту вот пиар-ситуацию, это капитатор. Мы предлагали, когда-то недавно Татьяна Шумель обратилась, что можно по истории провести. Абсолютно неважно, какой предмет там. Мы вам дали костяк, какие конкурсы. Мы просто наполнили ее физикой, а вы можете наполнить любым предметом и пропиарить свой предмет от начальной школы до предметника. Да. Итак, как? Расширить свои знания как можно? Расширили. Времени уже просто в обрез. Есть способы защитить детей от влияния рекламы. Для этого необходимо регулярно беседовать о рекламе, высказывать свое мнение о ней. На ошибках, глупостях и промахах героев рекламы объяснять ребенку, как не надо себя вести, как избежать нелепых и мерзких ситуаций. Находить в ней ошибки и показывать их детям. Да, вот Кейс Мацкевич. Обращать внимание ребенка на несоответствие между рекламой и реальным продуктом. Объяснять, что производителю важно продать свой товар, даже подкрасить его свойства. Открыто выражать свое негативное отношение к агрессивной, непристойной рекламе. Даже если реклама неизбежное зло, мы можем свести к минимуму ее негативное влияние на детей. Время нету обсудить цифровое будущее. Я выписала от дошкольников до старшей школы, какие компетенции должны быть у ребенка, связанные с рекламой, распознавать обычную скрытую информативное рекламное сообщение. Ну вот это вот все, они есть, я их выписала, и то есть это те компетенции, которые важны, и мы должны с этим работать. А я вам сейчас, на вот этот вот дистанционном курсе школы медэдукатору, где будет медиаметодика, там вот будет вот этот вот еще информация, вот этот материал по работе с рекламой, в разный гуманитарный там цикл, естественно, математический цикл, с ссылочками, кто что-нибудь когда-либо из нас, учителей, писал про рекламу, и я туда постаралась эти ссылочки вставить. Вот она вот примерно так будет выглядеть, вот ссылочками филологичного гуманитарного цикла, по натуральному науковому циклу, я все вот постаралась это сделать. На медианавигаторе тоже есть, вы видите, тема рекламы, и вы там можете подобрать необходимый кейс, поработать с детьми с рекламой. А это мой любимый кейс критического мышления, как не попасться на удочку к рекламе. Полтинника жалко. Так почему же? Вот, используйте этот кейс, когда на вас влияет коммерческая реклама. И читайте на ночь советских газет. Да, и пытаться на вас через сочувствие, через то, что вы жлоб, воздействовать. Сила мысли. Сила мысли. Я надеюсь, что сегодня вам, потому что я была с матерными в паре за Прусским стояла, я переживала, что, возможно, мой мастер-класс не будет иметь популярности. Я надеюсь, я вас не разочаровала. Спасибо.